Дорогие ребята, участники конкурса, уважаемые коллеги, уважаемые жюри, рада вас приветствовать в этом зале на ежегодном конкурсе юных читателей «Живая классика». Уверяю вас, что этот конкурс очень значимый, полезный, важный конкурс, так как чтение книг расширяет кругозор человека. Книга помогает нам стать лучшими, компетентными, грамотными людьми. Ведь у нас недаром гласит такая хорошая мудрость. Ум, как ручей, высыхает и старится, если ты выпустишь книгу из рук. Вы согласитесь со мной? Молодцы. Действительно, ребята, книга дарит нам волшебство. Я убеждена, что несмотря на происходящие изменения в обществе, распространение массовой информации, высоких технологий новейших, книга всегда будет с нами в нашей жизни. Она воспитывает с детства самые яркие, хорошие черты в человеке. Она прививает любовь, любовь к родине, любовь к людям и тому подобное. Так что любите книгу, цените ее, дерзайте, творите, цветите, дорогие мои. Удачи вам! Пользуясь возможностью, хотелось бы поблагодарить наших педагогов, школьных кураторов, родителей за подготовку детей на муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика». Я вам напомню, дорогие друзья, некоторые моменты, условия проведения конкурса. Регламент строго до 3 минут. Самое главное, чтобы наши дети уложились во времени. Критерии оценивания у нас есть. Компетентное жюри у нас сидит. И позвольте мне, разрешите представить вам наше жюри. Милохимов Мервет Атлуханович, художественный руководитель, методист Дома детского творчества. Керимова Фируза Егибековна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе Новомакинской средней общеобразовательной школы. Магомедова Людмила Абдуселимовна, учитель русского языка и литературы Ашагастальской средней общеобразовательной школы. Ахмедова Регина Рамазановна, учитель русского языка и литературы Испикская средняя общеобразовательная школа. Бабаханова Рузана Алиевна, заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки. И Усманова Каминат Магомедовна, заместитель директора информационного центра управления образования. Я вам желаю удачи, и по списку вы будете выступать сегодня. Ученица 10 класса Зикской средней общеобразовательной школы Мирзабекова Хадижат. Отрывок из повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». С какой бы стороны поезд ни шел, мы вскакивали, хватали куджун и выбегали на пути. Эшелоны шли, но ни в одном из них Масалбека не было. Я всматривалась в проносящиеся, как молнии, окна. А вдруг увижу Масалбека? А вдруг мой сын там, и я не знаю об этом? Рельсы стонали под бегущими колесами, так же, как сердце мое, охваченное страхом за сына. Поезда промчались мимо, унося за собой тучи снега, а мы долго еще стояли, прижавшись у фонаря. До самого рассвета мы с Алиман не присели, то и дело бегали взад и вперед вдоль эшелонов. Настало утро, пора было уезжать, сено у лошадей кончилось. А вдруг Масалбек не проезжал еще, тогда как? Столько ждали, разве не обидно будет? По-всякому думали, решали мы с Алиман, но уехать не посмели. Вдруг тучи развеялись, и солнышко проглянуло. Эх,
подумала я. Вот бы и сын мой блеснул вдруг, как солнышко из-за туч. Появился бы на глаза хоть разок. И тут вдали послышался шум поезда. Он шел с востока. Мощный двукратный гудок паровоза прокатился по ущелью. С грохотом, в дыму, в пару, с красными колесами, с жаркими огнями пронеслись два черных паровоза. За ними на платформах танки, пушки, укрытые брезентом. Подле них часовые в шубах. С винтовками в руках мелькнули солдаты в приоткрытых дверях теплушек. И пошли, вагон за вагоном, проносить на мгновение лица, шинели, обрывки песен, слов, звуки гармонии и балалаек. И в эту минуту раздался рядом крик: «Мама! Алиман!» «О, Масалбек! Ах ты, боже мой, боже!» Он проносился мимо нас совсем близко. Всем телом перегнулся из вагона, держась одной рукой за дверь, а другой махал нам шапкой и кричал. Прощался. Я только помню, как вскрикнула «Масалбек!» И в тот короткий миг я увидела его точно, ясно. Ветер растрепал ему волосы. Полушинели бились, как крылья, а на лице и в глазах радость и горе, и сожаление, и прощание. И не отрывая от него глаз, я побежала вдогонку. Мимо прошумел последний вагон эшелона, а я еще бежала по шпалам, потом упала. Ах, как же я стонала и кричала! Сын мой уезжал на поле битвы, а я прошалась с ним, обнимая холодный железный рельс. Алиман добежала вся в слезах, опустилась рядом. Хочет поднять меня и не может, захлебывается, руки трясутся. Тут подоспела русская женщина-стрелочница и тоже «Мама! Мама!» обнимает, плачет. Они вдвоем вывели меня на обочину. И когда мы шли к станции, Алиман дала мне солдатскую шапку. Я ехала домой с этой шапкой в руках. Сидя в бричке, я крепко прижимала ее к груди. Она и сейчас висит на стене. Обыкновенная солдатская серая ушанка со звездочкой на лбу. Иногда возьму в руки, уткнусь лицом и слышу запах сына. Махсудова Ифриз, 7 Б класс, средняя образовательная школа. Записка. Татьяна Петросян. Записка имела самый безобидный вид. В ней по всем джентльменским законам должна была обнаружиться чинельная рожа и дружеское пояснение. Сидоров – козел. Так что Сидоров, не заподозрив худого, мгновенно развернул послание и остолбенел. Внутри крупным, красивым почерком было написано: «Сидоров, я тебя люблю». В округлости почерка Сидорову почудилось издевательство. Кто же ему такое написал? Прищурившись, он оглядел класс. Автор записки должен был непременно обнаружить себя. Но главные враги Сидорова на сей раз почему-то не ухмылялись злорадно. Зато Сидоров заметил, что на него, не мигая, глядит Воробьева. Не просто так глядит, а со значением. Сомнений не было. Записку писала она. Но тогда выходит, что Воробьева его любит. И тут мысль Сидорова зашла в тупик и забилась беспомощно, как муха в стакане. Что значит любит? Какие последствия повлечет и как тебе Сидорову быть? Будем рассуждать логически. Что, к примеру, люблю я? Груши. Люблю, значит, всегда хочу съесть. В этот момент Воробьева снова обернулась к нему и кровожадно облизнулась. Сидоров окоченел. Ему бросились глаза давно не стриженные. Ну да, настоящие когти. Почему-то вспомнилось, как в буфете Воробьева жадно догрызала куриную костлявую ногу. Нужно взять себя в руки. Да, что, к примеру, люблю я. Я люблю не только груши, но и родителей. Но не может быть и речи, чтобы их съесть. Мама печет сладкие пирожки, папа часто носит мне на шее, а я их где-то люблю. Еще не все потеряно. Воробьева снова обернулась к нему. Воробьева снова обернулась к нему. И Сидоров с тоской подумал, что придется ему спеть день деньской песни о сладкие пирожки и носить школу на шее, чтобы оправдать такую
внезапную безумную любовь. Он пригляделся и обнаружил, что Воробьева не худенькая, и носить ее, пожалуй, будет нелегко. Я также люблю собаку Бобика, особенно когда дрессирую или вывожу гулять. И то Сидору стало душно при одной мысли о том, что Воробьева может заставить его прыгать за каждым пирожком, а потом вывести на прогулку, крепко держа за поводок, не давая уклоняться ни вправо, ни влево. Люблю кошку Мурку, особенно когда дуешь ей прямо в ухо. В отчаянии соображал Сидоров. Нет, это не то. Мух люблю ловить, сажая стакан, но это уже слишком. Люблю игрушки, которые можно сломать и посмотреть, что внутри. От последней мысли Сидору стало нехорошо. Спасение было только в одном. Он торопливо вырвал листок из тетради, сжал решительно губы и вывел грозные слова. «Воробьева, я тебя тоже люблю, пусть тебе станет страшно». Альмурадова Джемиля, ученица 8 класса Новомакинской средней образовательной школы. Отрывок из рассказа Сергея Степанова «Сладкая работа». Мальчишки сидели за столиком во дворе и изнывали от безделья. В футбол играть жарко, на речку идти далеко. И так уже 2 раза сегодня ходили. Подошел Димка с кульком конфет, дал каждому по конфете и сказал: «Вот вы тут дурака валяете, а я на работу устроился». «На какую работу?» «Дегустатором на кондитерскую фабрику». «Вот, работу на дом взял». «Ты что, серьезно? Вы что, не видите? А что у тебя там за работа?» Разволновались мальчишки. «Ну, конфеты пробую. Их ведь как делают? Высыпает большой чан, мешок сухого молока, мешок сахарного песка, ведро какао, ведро орехов. А если кто-то лишний килограмм орехов засыплет? Или наоборот?» «Скорее наоборот!» – ставил кто-то. «Нужно же в конце концов попробовать, что получилось. Сами они пробовать не могут. Не то что пробовать, они эти конфеты видеть не могут. Поэтому результат несут нам, дегустаторам. Ну, мы пробуем эти конфеты и говорим: все хорошо, можно везти в магазин. Или же, а сюда неплохо было бы добавить изюм и сделать новый сорт под названием зизю. Ух ты, здорово! Димка, а ты спроси, не нужны им ли еще дегустаторы? Я спрошу. Я бы на участок шоколадных конфет устроился бы. Я в них хорошо разбираюсь. Я и на карамели согласен. Потом подошел Петров, постоял немного рядом и сказал: «Кого вы слушаете? Мало ли он вас обманывал? Димка, признайся лучше, лапшу на уши вешаешь». «Вот ты всегда такой, Петров, придешь и все испортишь, помечтать не дашь». Лучеева Амина, ученица 8 класса, Новомакинская среднеобразовательная школа. Чингиз Айтматов. Отрывок из рассказа «Свидание с сыном». Чардон, прижатый к решетке перрона, смотрел на красные вагоны бесконечно длинного состава. «Султан! Султан! Сын мой! Я здесь! Ты слышишь меня?» — кричал он, воздевая руки через ограду. Ну где тут было докричаться? Железнодорожник, стоявший рядом, спросил его: «У тебя есть конь?» «Да», — ответил Чардон. «А знаешь, где сортировочная станция?» «Знаю, в той стороне». «Тогда вот что, папаша, садись на коня и скачи туда. Успеешь 5 километров, не больше. Эшелон там остановится на минутку. Только скачи быстрее, не стой». Чардон метался по площади, пока нашел своего коня. И помнил лишь, как развязал узел чамбура, как вдел ногу стремя, как ожег бока лошади и понесся по дороге. По пустынной, гулкой улице, пугая резких прохожих и проезжих, он мчался, как свирепый кочевник. Только бы успеть, так много нужно сказать сыну, думал он. Разносил мольбу и заклинания скачущего всадника. «Помогите мне, духи предков! Помоги мне, покровитель копейк Амбар-Ата! Не дай споткнуться коню!
дай ему крылья сокола, дай ему сердце железное, дай ему ноги оленьи. Чардон выскочил на траву. До сортировочной станции оставалось не так уж и далеко, как вдруг сзади его стал настигать шум эшелона. Тяжелый, жаркий грохот двух спаренных паровозов, как горный обвал, обрушились на его широкие и пригнутые плечи. Эшелон обогнал скачущего Чардона, но он рассчитывал успеть. Страх и боязнь того, что он может не успеть, заставили его вспомнить о Боге. «Боже, великий, если ты есть на земле, останови этот эшелон! Прошу тебя, останови! Останови эшелон!» Эшелон уже стоял на сортировочной станции, как сзади прискакал Чардон. А султан бежал навстречу отцу вдоль сортировочной станции. Увидев его, Чардон спрыгнул с коня, и они молча бросились в объятия друг друга, позабыв обо всем на свете. «Ты прости меня, отец. Я ухожу добровольцем». «Знаю, сын. Я обидел сестер, отец. Пусть они забудут обиду, если могут. Будь человеком, сын мой. Где бы ты ни был, всегда будь человеком. Всегда оставайся человеком». Вагоны дрогнули. «Чардон, отправляемся!» — крикнул ему командир. Как только Чардона на ходу затащили в вагон, султан опустил руки, повернулся к горячей и потной гриве коня и горько заплакал. Железнодорожники молча проходили мимо, ведь они знали, почему в те времена плачут люди. И лишь станционные мальчишки с любопытством и с детским состраданием смотрели на большого, старого, плачущего человека. Шейх-Икенская средняя общеобразовательная школа, Шейх Каибов Магомед Саид, ученик 11 класса. Борис Васильев, а зори здесь тихие. Рита знала, что рана ее смертельна, и что умирать ей придется долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила тряпочку в лужице и преподносила к губам. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала она беззвучно, без вздохов, только по лицу текли слезы. И она поняла, что Женьки больше нет. А потом и слезы пропали, отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед нею. С чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее. Вскоре вернулся Восков, разбросал ветки, молча сел рядом, покачиваясь и баюкая свою раненую руку. «Женя погибла?» Он кивнул, потом сказал: «Мешков наших нет, ни мешков, ни винтовок, либо с собой несли, либо спрятали где». «Женя сразу умерла, сразу», — сказал он, и она почувствовала, что сказал он неправду. Они ушли, за взрывчаткой видно. Он поймал ее тусклый и все понимающий взгляд и выкрикнул вдруг: «Не победили они нас, понимаешь, не победили! Я еще живой, меня еще повалить надо!» Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая раненую руку. «Больно? Здесь у меня болит!» Он ткнул в грудь. «Здесь свербит, Рита, так свербит! Положил я ведь всех вас, всех 5 положил. А за что? За 10 фрицев. Ну зачем так? Все ж понятно. Война. Пока война понятна. А когда мир-то будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось. Почему я фрицев этих дальше не пустил? Почему такое решение принял? Что же мне ответит, когда спросят, что же это вы, мужики, наших мам от пуль защитить не могли? Что ж это вы их со смертью оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли до Беломорский канал? Да там ведь поди охрана. Людишек больше, чем 5 девчат.
старшина с наганом. Не надо, тихо сказала она. Родина ведь не с каналов начинается, совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, уж потом канал. Да, Восков тяжело вздохнул, помолчал. Ты полежи покуда, я вокруг погляжу, а то наткнутся и концы нам. Он зачем-то достал наган и зачем-то старательно обтер его рукавом. Возьми. 2 патрона, правда, осталось. Но ничего, спокойнее с ним. Погоди. Рита глядела куда-то, мимо его лица, в перекрытое ветвями небо. Помнишь, я у разъезда на немцев наткнулась. Я тогда к мамке в город бегала. Сыночек у меня там, 3 годика. Аликом зовут, Альберта. Мама моя больна очень, а отец без вести пропал. Не тревожься, Рита. Понял я все. Спасибо тебе. Она улыбнулась бесцветными губами. Просьбу мою последнюю выполнишь? Нет, сказал он. Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся. Поцелуй меня, вдруг сказала она. Он неуклюже наклонился, неуклюже ткнулся губами в лоб. Колючий. Еле слышно вздохнула она, закрывая глаза. Иди, завали меня ветками и иди. По серым, провальным щекам Риты ползли слезы. Федот Евграфович тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту еловыми лапами и быстро зашагал к речке навстречу к немцам. Шахмедова Наида, 9 класс, Косункенская, СОЖ номер 1. Ксения Драгунская. Пить, петь и плакать. Монолог «Мне приснилось». Мне приснилось, что началась война, и мы помирились. Вернее, мы ведь и не ссорились. Ты на меня не сердишься, и я на тебя нет. Просто так все получилось, что мы совсем-совсем не видимся и не слышимся даже. Да что об этом. И вот началась война, все куда-то бегут, машины несутся, тревога, кутерьма, сильный ветер, и ничего не поймешь. А я ищу тебя повсюду и не могу найти. И догадываюсь, что ты тоже меня ищешь. Начал искать, потому что война, и можно совсем не успеть повидаться. День летний, теплый сильный ветер и небо, белое-белое. Мы кинулись друг к другу у Яузских ворот. Рубашка пахнет твоим табаком. Обнялись и стоим. А бомбардировщики летят. Это ничего. Ничего, что мы совсем не видимся. Ты не казнись. Ведь главное, что мы живем в одном городе. И мы встретились. А представляешь, если бы ты жил на юге, а я на севере. И вообще, ты был бы абрикосом, а я елкой. Я бы все равно писала тебе письма. Здравствуй, дерево, абрикос. Посылаю тебе дождь. А еще мне снилось, как будто бы мы договариваемся жить вместе. И ты спрашиваешь у меня, ну где же мы будем жить? Я говорю, давай в июле. А ты, да ну, жарко, лучше уж в марте. А я говорю, фу, слякоть. Так и не стали жить вместе. Слышишь? Я собираю все сны про тебя, и я не знаю, что с ними делать. Может, собрать из них самолетики и пустить по ветру. И пусть они разлетятся, эти все сны, про тебя. И пусть
хотя бы один долетит до тебя и расскажет, как сильно я тебя жду. Касумкенская средняя общеобразовательная школа номер 1. Камалов Махмуд Сейфудинович, 5 А класс. Вениамин Каверин, 2 капитана. На груди в боковом кармашке лежало письмо капитана Татаринова. «Послушай, Катя», — сказала я решительно, — «я хочу рассказать тебе одну историю. Так вот, представь, что ты живешь на берегу реки, и в один прекрасный день на этом берегу появляется почтовая сумка. Конечно, она падает не с неба, а ее выносит водой. Утонул почтальон. И вот эта сумка попадает в руки одной женщине, которая очень любит читать. А среди ее соседей был мальчик лет 8, который очень любит слушать. И вот она читает ему такое письмо. «Глубоко уважаемая Марья Васильевна». Катя вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением. «Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив, здоров», — продолжал я быстро. «Буквально 4 месяца тому назад я, согласно его предписаниям, и я, не переводя дыхание, прочитал письмо штурмана наизусть. Я не останавливался, хотя Катя несколько раз брала меня за рукав и с каким-то ужасом и удивлением. «Ты видела это письмо?» — спросила она меня и побледнела. «Он пишет об отце?» — снова спросила она меня, как будто в этом есть какое-нибудь сомнение. «Да, но это еще не все». И я рассказала ей, как тетя Даша наткнулась на другое письмо, в котором говорилось о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север. «Дорогой мой друг, дорогая моя родная Машенька!» Начала я читать письмо наизусть и остановился. Мурашки побежали у меня по спине, горло перехватило, и я увидел перед собой мрачное постаревшее лицо Марьи Васильевны с мрачными из-под лобья глазами. Она была вроде Кати, и когда он писал ей это письмо, Катя была еще совсем маленькой девочкой, которая все дожидалась письма от папы. «Дождалась, наконец!» Словом, «вот», сказал я и вынул из бокового кармашка письмо в компрессной бумаге. «Садись, читай, а я пойду. Прочтешь — вернусь». Разумеется, я никуда не ушел. Я стоял под башней старца Мартына и смотрел на Катю все время, пока она читала. Мне было жаль ее, и в груди мне становилось тепло, когда я думал о ней. И так холодно, когда я думал, как страшно ей читать эти письма. Бессознательным движением руки она поправила волосы, мешавшие ей читать, и как встала со скамейки, будто хочет разобрать трудное слово. Я прежде не знал, горе это или радость получить такое письмо. Но глядя на нее, я понял, что это страшное горе. Она не теряла надежды, ведь 13 лет тому назад ее отец пропал в полярных льдах, где нет ничего проще умереть от холода или от голода. Но он умер для нее только сейчас. Касумкенская общеобразовательная школа номер 1, ученица 11 класса Мелика Мумина. Владимир Еркин. Монолог о войне. А что ты про войну знаешь? Ты, быть может, знаешь, каково это людей убивать? Или ты знаешь, каково это под обстрелом лежать? Для тебя война – это что-то новое, что-то неизведанное, героическое. Я тоже так думаю. Мы, когда на войну ехали, вот точно такими же были, как ты сейчас. Молодые, глупые, энтузиазма полные. Дураки, одним словом. Думали, что война – это некая романтика. А все не так оказалось.
Война сопли утирает мгновенно. Когда ты лежишь под артобстрелом, и рядом бабахает так, что ты всеми потрохами чувствуешь взрывы. Ты уже и так в землю вжался, а тебя все равно сверху жаром накрывает от разрывов. Ты лежишь, ни живой, ни мертвый, пошевелиться боишься, думаешь, что снаряд летит, и видишь, что ты мертвый, и не будет тебя бить. А он так не думает. Каждый снаряд все ближе и ближе к твоему окопу подбирается. Ты голову повернул, а рядом с тобой товарищ лежит, с которым ты пуд соли съел. А потом бах, взрывов ты не слышишь, ты ни черта ничего не слышишь. Голова от боли разрывается, вокруг снаряды рвутся, руки, ноги не слушаются. Руки в какой-то липкой пакости вонючей. Ты пытаешься протереть лицо, чтобы разглядеть, что вокруг происходит. И тут же понимаешь, что ты весь в крови. Первая мысль — ноги оторвало. Начиная себя щупывать, все на месте. А кровь-то все равно есть. А потом смотришь, а эта кровь-то не твоя. И не вовсе-то это кровь, а кишки с мясом вперемешку. И не твои, а друга твоего, с которым ты на одной улице вырос, которого ты любил. Мерзко тебе от всего этого становится настолько, что сдохнуть хочется. Ты лежишь во всем этом дерьме, грязи и крови, лежишь, орешь, плачешь. Ты только об одном думаешь, что тебя убило поскорее. Страшно, понимаешь, страшно. Когда артподготовка закончилась, а ты живой, ты встаешь в полный рост и с матом бросаешься в атаку. Ты бежишь и ждешь, когда же твоя пуля прилетит. Ты только об одном Бога молишь, чтобы тебя убило поскорее к чертям. Время проходит, а война нет. Ты в здание разбомбленное заходишь, а там твои хлопцы допрашивают языка. Те по-русски не понимают, а твои по-ихнему не говорят. Видишь, мальчишка, 18 лет, жить хочет, орет, плачет, за штаны цепляется, сапоги целует, все кричит: мама, мама. Ведь она на всех языках мама. А ты должен его убить. Ты подходишь к нему, без никакой смуты стреляешь ему в голову, а внутри ничего. Представляешь, ничего. Тебя война съела изнутри. Войны хотите, щенки безмозглые? Кураж, романтику вам подавают. Война — это самый страшный зверь на земле. Не допускайте войны до тех пор, пока есть такая возможность. Булаева Камила, ученица 8 класса, Куркенская СОЖ номер 1 имени Рагимова. Илья Турчин. Крайний случай. Так и дошел Иван до Берлина, неся на своих могучих плечах свободу. В руках у него был неразлучный друг — автомат. За пазухой краюшка материнского хлеба. Так и сберег краюшку до самого Берлина. 9 мая 1945 года разгромленная фашистская Германия сдалась. Тихо стало на земле. И люди услышали, как шуршит ветер, растет трава, поют птицы. В этот час попал Иван на одну из берлинских площадей, где еще догорал подожженный фашистами дом. Площадь была пуста. И вдруг из подвала горящего дома вышла маленькая девочка. У нее были тоненькие ножки и потемневшее от горя и голода лицо. Беспомощно протянув руки, будто слепая, девочка пошла навстречу Ивану. И такой маленькой и беспомощной показалась она, что он остановился, и сердце его стиснула жалость. Иван достал драгоценную краюшку, присел на корточки и протянул девочке хлеб. Никогда еще краюшка не была такой теплой, такой свежей. Никогда еще не пахло так ржаной мукой, парным молоком, добрыми материнскими руками. Девочка улыбнулась, а худенькие пальцы вцепились в краюшку. Иван осторожно поднял девочку с опаленной земли. И вдруг из-за угла
выглянул страшный, обросший фриц, рыжий лис. Что ему было до того, что кончилась война? Только одна мысль крутилась его помутившейся фашистской голове — найти и убить Ивана. И вот он, Иван, на площади. Вот его широкая спина. Фриц, рыжий лис, достал из-за-под пиджака поганый пистолет с кривым дулом и выстрелил предательски из-за угла. Пуля попала Ивану в самое сердце. Дрогнул Иван, пошатнулся, но не упал. Побоялся девочку уронить. Только почувствовал, как тяжелым металлом наливаются ноги. Бронзовыми стали плащ, сапоги, лицо. Бронзовый, девочка на его руках. С бронзовой щеки девочки скатилась слеза, ударилась о землю и превратилась в сверкающий меч. Взялся бронзовый Иван за его рукоятку. Закричал фриц рыжий лист от ужаса и страха. Рухнула обгорелая стена и похоронила его под собой. И в ту же минуту краюшка, что оставалась у матери, тоже бронзовой стала. Поняла мать, что стрела с сына убита. Кинулась на улицу, побежала, куда сердце повело. Спрашивают ее люди: куда торопишься? К сыну. С сыном беда. Быстро добралась мать до Берлина. Вышла она на площадь. Увидела бронзового сына, подкосились у нее ноги. Упала мать на колени. Да так и замерла в вечной скорби своей. Бронзовый Иван с бронзовой девочкой и по сей день стоит в городе Берлине. Всему свету виден, а присмотришься, заметишь. Между девочкой и бронзовой Ивановой грудью краюшку материнского хлеба. И если нападут на нашу родину враги, оживет Иван, бережно поставит девочку на землю, поднимет свой грозный автомат и горе врагам. Микенская средняя школа номер 1, Зейдулаева Эсмира, Валентин Постников, прививка от страха. К нам в школу вчера приходили делать прививку от гриппа. Я как услышал про это, то чуть со стула не упал. Мне никогда в жизни не делали прививок. Некоторые люди прямо во время укола сознание от боли теряют, сказала Светка Овсянкина. Подумаешь, сознание, начал запугивать нас Светка. У некоторых людей прямо во время укола ноги отнимают, они потом аж 2 недели ходить не могут. Ой, а может нам сбежать со школы, предложил я. А что, вылезем в окно и дёру. Ты что, забыл? Наш класс на 2-м этаже находится, покрутил пальцем у виска Толик. Расшибемся. Димка Путяев из 2 А видел медсестру, которая нам укол будет делать. Бегая в класс, поделился Пашка Булкин. Ух, и страшная! Медсестра страшная? Испугался я. Да не медсестра, отмахнулся Антон, а игла, которая нам укол будет делать. А шприц вообще размером с огурец. Она, говорят, раньше коров на ферме колола. Подлил масло в огонь Пашка. Сильная она очень. Кто корова? Не понял я. Да какая корова? Медсестра, разозлился Пашка. Если она с коровами справляется, то с нами и подавно справится. Ей что коров колоть, что людей. Никакой разницы нет, встряла Светка. Что я, корова что ли? А еще нехватка железная, продолжал пугать нас Пашка. Она в прошлой штангой занималась. Под ней, я слышал, штанги на 2 части ломались. И дверь распахнулась, и в класс зашла Марья Степановна. На прививку 1 класс. Вы слыхали? Это вас. Марья Степановна, что-то мне нехорошо. Температура, наверное, говорю. Отпустите меня домой. Нет, дружочек, говорит ученица, вот на прививку пойдешь, и все по домам пойдем. У кабинета врача выстроилась очередь из ребят. А может, и на всех прививок-то не хватит? С надеждой произнес Толик, поправляя сползающие на нас очки. Вон насколько. Говорят, целую бочку привезли, сказал Пашка. Все, ребята, мы пропали, выкрикнул Игорек, подбегая к нам с ребятами.
Как? Почему загалдели мы? Ребята сказали, что некоторые заходят в кабинет и тут больше не возвращаются. Караул! И только смог произнести я. Люди пропадают там, как в Бермудском треугольнике. На прививку 1 класс. Вы слыхали? Это вас, повторила наша учительница. А кто первым на прививку пойдет, тот в кино и попадет. В кино? Хором загалдели мы. Да, в кино, на новый фильм ужасов. И мы, растолкав других, первыми очутились в кабинете врача. Через 2 часа, как закончился сеанс, Пашка сказал: этот фильм даже страшнее любой прививки на свете. Да, говорю я, прививка – это вообще ерунда, а фильм, да, страшнее любой прививки на свете будет. Прививка? Сказали ребята. Да, прививка. Прививка от страха. Теперь я ничего не боюсь. Мустафаев Саид, 6 класс. Куркенская средняя образовательная школа номер 1. Валентин Постников, Айда Пушкин. Вообще-то уроки я обычно учу, но сегодня решил баста. Больше учить не буду. Если что, кто-нибудь выручит, да подскажет. Да хоть бы сегодня. Колька Громушкин не выучил, а ему подсказали, и он опять получил 5. Лучше я буду слух тренировать. Приняла твердое решение. Забросил учебники с тетрадями и отправился во двор. Весь день гонял мяч и запускал змея с Васькой. Досмотрел, как старушка из 3-й квартиры голубей кормит. И вот наступил новый день. На уроке математики меня не спросили, на уроке истории тоже. Мне даже обидно стало. Не удалось вслух проверить, хороший он у меня или же не очень. Но на последнем уроке мне все-таки повезло. Марья Ивановна вызвала меня к доске. Оказывается, нам вчера задали выучить наизусть сказку о царе Салтане. Ну не всю, конечно, а только отрывок. Но я его не выучил. Марья Ивановна сказала: выучил? Конечно, говорю. А как же иначе? Ну тогда рассказывай. А сама очки с носа сняла и приготовилась слушать. Она у нас Пушкина очень любит. Начало-то я помнил, и потом смело выкрикнул: 3 девицы под окном, сказал, а сам уши навострил, глазами стал страшно вращать, мол, дайте, мол, подсказывайте же. И тут слышу, Петька со 2-й парты мне подсказывает: 3 девицы под окном пили фанту под крыльцом. Только я собрался повторить, как поперхнулся. Какая еще фанта? Во времена Пушкина не было никакой фанты. Нет, Петька, что-то ты напутал. И тут Катька Иванова с 1-й парты прошептала: 3 девицы под окном били кошку башмаком. Тьфу ты, думаю, какая еще кошка? Никакой кошки под окном не было. И тут Федька Кукушкин с 3-й парты тоже подал голос: 3 девицы под окном съели лампу с потолком. Тоже мне друг, я в беде, а он издевается. Я даже смог, так мне плохо стало. И тут Светка Петеркин запищала на весь класс: 3 девицы под окном сели в лужу голышом. Все захохотали, как сумасшедшие, а Марья Ивановна взяла ручку и громко объявила: 3 девицы под окном 2 съели с дневником. И это была моя самая последняя подсказка. И такую пару мне влепила, будь здоров. Эх вы, сказала ребятам после урока, вы что, нормально подсказать не могли? А мы и не собирались, сказала Светка Петеркина. Мы с сегодняшнего дня решили бороться с подсказками. А с завтрашнего дня не могли, сказал я. Вздохнул и побрел домой учить уроки. Ученица 6 класса Серхаева Саида, Артостальской средней школы. Анюта Дружинина. Монолог «Мама». Если меня спросят, что я больше всего боюсь потерять, я отвечу: тебя, мама. Ты мой самый большой подарок, что уготовила мне судьба.
и ее самая большая награда. С возраста дети забывают про маму. Ты знаешь, что так иногда случается. И это не значит, что с возрастом у нас начинаются проблемы с памятью, что все из нее стирается. Нет, это мы все стираем, и их в том числе. Мы начинаем реже звонить, реже спрашивать, как дела, интересоваться ее здоровьем, как прошел день, кого она видела, что ей снилось, что она кушала и о чем она мечтает сейчас. Ведь она тоже мечтает. Мы погружаемся в свои заботы, забыв о заботе ее сердца. А ведь когда-то мне тоже предстоит стать тобой, мама. Иногда я чувствую себя ужасной дочерью, недостойной твоей любви. Сколько ты отдала мне времени и тепла, сколько подарила поцелуев и объятий, сколько сказала мне нежных слов, сколько. Разве есть такая единица измерения, чтобы все это вычислить? Нет, нет таких цифр, чтобы передать киловатты твоего тепла и вольты твоей нежности. Нет такого прибора, чтобы передать силу твоей любви. Ты всегда поддерживала меня и считала меня самой красивой и лучшей. Ты пыталась убедить меня в этом, заставляла поверить в себя так, как ты в меня верила, смотреть на себя твоими глазами и видеть то прекрасное, что сама видела во мне. Ты вместе со мной боролась с моими неудачами, переживала мои потери, делила боль, разделяла слезы. Ты всегда оказываешься рядом. И теперь, спустя годы, отвечая на твой вопрос, зачем мне такие подарки? Здесь может быть лишь один ответ. Только благодаря тебе я могу быть счастлива. Разве любовь матери это не чудо? Только не говори мне, что я опять произношу глупости. Ты всегда так говоришь, смущаясь от моей похвалы. Не смущайся, ты ее заслужила. В тебе моя любовь, в тебе моя сила, в тебе моя мудрость, в тебе моя милость, в тебе моя кротость. Я тебя люблю. Спасибо тебе за все, мама. Прошу тебя, улыбайся мне. Как далеко бы мы не были друг от друга, какие бы континенты и времена года не разделяли нас. Я прошу тебя, улыбайся мне. Ученица Артарстайской школы 8 класса Бельмагомедова Саида. Ольга Киевская. Баллада о матери. 41-й. Год потерь и страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем и силушка, и стать. А второй пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн!» — твердил он важно, — «расстрелять!» «Нет!» — она просила, «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасай, а другого убиваем сына. Кто тебе роднее? Выбирай». Как смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь, если первенца спасет от смерти, то последыш обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала,
вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда и сюда переводила. Ой, не пожелаешь и врагу мук таких. Сынов перекрестила и призналась фрицу: не могу. Но тот стоит непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал. Ты спасайся, братец, ну а я останусь, я пожил, а ты не начинал. Отозвался младший: нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать. Тут учтиво немец молвил: бейте! Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: расстрелять! Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. Они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым непробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить сыночком, не цвести. Дура матка, поучает немец, одного могла бы хоть спасти. Она, поюгая их тихо, вытирала с губ сыновья кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть у матери любовь. Ученица 8 класса Саикенской средней образовательной школы Гамзатова Зухра Гамзатовна. Чингиз Айтматов, материнское поле. Мы заканчивали пахоту, когда вдруг на улице послышалась какая-то беготня и шум. Весь аил, конные, пешие, сгорбленные старики и старухи, дети, раненые на костылях, все куда-то бежали. На бегу передавали: «Эй, люди! Солдаты возвращаются по домам! На станцию прибыли 2 эшелона! Там ребята со всех аилов!» Мы сбежались на окраину аила. Конные не слезали с седел. Пешие поднялись на пригорок у арыка. И все ждали. Ждали и смотрели на дорогу. Один мальчишка вдруг крикнул с дерева: «Идут! Идут! Солдаты идут!» И все замерли, натянулись, как струны камуза, а потом все разом глухо повторили: «Идут». На большаке показалась бричка. Она резво катила по дороге, и с брички соскочил солдат. Он зашагал в нашу сторону. В толпе никто не проронил ни слова. Все молча и удивленно смотрели на дорогу, по которой шел всего лишь один солдат. Солдат подходил все ближе и ближе, а потом остановился в нерешительности. Тоже оробел, увидев на окраине аила безмолвную толпу людей. «Это мой брат! Аширалы! Аширалы!» Вдруг выкрикнула босоногая девчонка, стоявшая впереди нас, и, сорвав с головы косынку, кинулась к нему со всех ног. «Аширалы!» Бог ее знает, как она его узнала. Только крик ее, как выстрел, выбил нас из оцепенения. Какая-то могучая сила подхватила всех нас и понесла, как на крыльях. О, победа! Мы так долго
За то, что она билась на груди о Ширале и спрашивала его, тряся за плечи: «Где? Где мой Касем? Где же он?» Прости, солдата Аширалы, за то, что он отвечал всем нам. Вернутся, родные мои, все вернутся, скоро вернутся, завтра вернутся. Прости всех нас, Победа, прости. Ученица 10 класса Сапкенской средней общеобразовательной школы Давудова Камила. Надежда Тэфи, мой первый Толстой. Мне 13 лет. Каждый вечер в ущерб заданным урокам я читаю и перечитываю все одну и ту же книгу «Война и мир». Я влюблена в князя Андрея Болконского. Я ненавижу Наташу. Во-первых, от того, что ревную. Во-вторых, от того, что она ему изменила. Знаешь, говорю и сестре, Толстой, по-моему, про нее неправильно написал. Ну не могла она никому нравиться. Посмотри сама. Коса у нее не густая и не длинная, губы распухшие. Нет, по-моему, совсем не могла нравиться. А жениться он на ней собрался только из-за жалости. Потом еще мне не нравилось, зачем князь Андрей визжал, когда сердился. Я считала, что Толстой это тоже неправильно написал. Я знала, наверное, что князь не визжал. Каждый вечер читала я «Войну и мир». Мучительны были те часы, когда я подходила к смерти князя Андрея. Мне кажется, что я каждый раз верила и надеялась чуду, что, может быть, на этот раз он не умрет. Ночью, лежа в постели, я спасала его. Я заставляла его броситься на землю вместе с другими, когда разрывалась граната. Отчего ни один солдат не мог додуматься толкнуть его? Я бы догадалась, я бы толкнула. Потом посылала к ним всех лучших современных врачей и хирургов. Каждую неделю читала, как он умирает, и верила, и надеялась на чудо, что, может быть, на этот раз он не умрет. Но нет, умер. Живой человек один раз умирает, а этот вечно. И стонало сердце мое, и не могла я готовить уроков. А утром... Сами знаете, что бывает утром с человеком, который не приготовился к урокам. И вот, наконец, я догадалась. Решила идти к Толстому, просить, чтобы он спас князя Андрея. Пусть даже женится его на Наташе. Даже на это иду, даже на это. Только бы не умирал. Спросила гувернантку, может ли автор изменить что-нибудь в уже напечатанном произведении. Та ответила, что будто бы может, что авторы для нового издания иногда делают исправления. Посоветовалась с сестрой. Та сказала, что автору нужно идти непременно с его карточкой и просить подписать, иначе он не разговаривать не станет. Да и вообще с несовершеннолетними они не говорят. Было очень жутко. Исподволь узнавала, где Толстой живет. Говорили разное. То, что в Хамовниках, то, что уехал из Москвы, то, что на днях уезжает. Купила портрет. Стала обдумывать, что скажу. Боялась, не заплакать бы. А домашних свои намерения скрывала. Осмеют. Наконец решилась. Приехали какие-то родственники, в доме поднялась суетня, время удобное. Сказала старой няньке, чтобы та проводила меня к подружке за уроками, и пошла. Толстой был дома. Те несколько минут, которые пришлось прождать в передней, были слишком коротки, чтобы я успела удрать. Да и перед нянькой было неловко. Помню, передо мной прошла полная барышня, что-то напевая. Это меня окончательно смутило. Идет так просто, да еще и напевая. Я думала, что в доме Толстого все ходят на цыпочках и говорят шепотом. Наконец, он был меньше ростом, чем я ждала.
посмотрел на няньку, на меня. Я протянула карточку и, проговаривая от страха «Л» вместо «Р», пролепетала. Вот, просили фотографию подписать. Он тут же взял ее из моих рук и ушел в другую комнату. Тут я поняла, что ни о чем просить не смогу. Ничего рассказать не посмею. И что так осрамилась, погибла навеки в его глазах со своими пласили и фотографией, что дал бы Бог убраться по добру, по здорову. Он вернулся, отдал карточку. Я сделала реверанс. «А вам, старушка, что?» — спросил он у няньки. «Да так, ничего, я с барышней». Вот и все. Вспомнила в постели про пласили и фотографии и поплакала в подушку. Гусиналиева Эвелина, Куркенская школа номер 2, ученица 8 класса. Лидия Чарская, записки маленькой гимназистки, глава «Чужая вина». Стоял ясный январский денек. Маленькие гимназистки бегали по залу. Шла перемена, после которой должен был быть урок батюшки. Но батюшка прислал записку, что боль, и вместо урока батюшки японка будет диктовать нам из красной книжки. Ровно в час на пороге зала появилась тощая сухая фигура и крикнула резким голосом: «Дети, в класс! Сейчас мне заниматься немецкой диктовкой. Подготовьте перья и тетради и ждите меня, сейчас вернусь». Немецкая диктовка? Фу, гадость, что может быть хуже немецкой диктовки? Японка хуже, сама японка хуже, в 100 раз хуже, пищала шалунья Соболева. Действительно, японка была хуже. Она бронилась, злилась и придиралась к нам ужасно. А знаете, громче других раздался в эту минуту голос Жюли: «Я сделаю так, что диктовки не будет. Хотите?» «Ты сделаешь? Как?» «Вот глупости. А вот увидите, что книжки она не найдет и диктовать не будет», торжествующе прокричала Жюли и исчезла куда-то. Девочки замешкались в зале, не желая так скоро прервать игру. Я пошла в класс приготовить свою тетрадь. Каково же было мое удивление, когда навстречу мне выскочила Жюли, вся красная, взволнованная, с блестящими, как уголья, глазами. «Что ты здесь делала, Жюли?» – спросила я, останавливая девочку. «Не ваше дело, госпожа Макрица, много будете знать, скоро состаритесь». И говоря это, она несколько раз оглядывалась в угол. В углу стояла круглая печь, которая постоянно топилась в это время. Дверца печки сейчас была широко раскрыта, и было видно, как в огне ярко пылала маленькая красная книжка. «Боже мой, красная книжка японки!» Я сразу узнала ее. «Жюли, Жюли!» – прошептала я в ужасе. «Что ты наделала, Жюли?» Но Жюли, как говорится, и след простыл. «Что такое? Что случилось?» – строго произнесла японка. «Что вы здесь делали в классе одна? Отвечайте, сию же минуту. Зачем вы здесь?» Но я стояла как пришибленная, не зная, что ей ответить. Щеки мои пылали, глаза упорно смотрели в пол. Вдруг громкий крик японки заставил меня разом поднять голову, очнуться. Она стояла, привлеченная должно было быть открытой дверцей, и, протягивая руки к ее отверстию, громко стонала. «Моя красная книжка! Моя бедная книжка! Подарок покойной сестры Софии! О, какое горе! Какое ужасное горе!» Мне было бесконечно жаль бедную японку. Тихими, осторожными шагами я подошла к ней и, легонько коснувшись ее руки своей, прошептала: «Если бы вы знали, как мне жаль, мадемуазель, что я так раскаиваюсь». Я хотела сказать, как я раскаиваюсь, что не побежала следом за Жюли и не остановила ее. Но я не успела выговорить этого, как в ту же минуту японка, как раненый зверь, подскочила с полу и, схватив меня за плечи, стала трясти изо всех сил. «Ага, раскаивайтесь! Теперь раскаивайтесь, ага! А сама что наделала? О, злая, негодная девчонка! Безжалостное, бессердечное, жестокое существо! Сжечь мою книжку, мою ни в чем не повинную книжку! Единственную память моей дорогой Софии!» И она трясла меня все сильнее и сильнее. Она, наверное, бы ударила меня,
Если бы в эту минуту девочки не бежали в класс, не обступили нас со всех сторон, расспрашивая, в чем же дело. Японка грубо схватила меня за руку, вывела на середину класса и, грозно потряся пальцем над моей головою, прокричала во весь голос: «Она воровка! Она маленькая воровка, дети! Она воровка!» Боже мой, мамочка моя, слышишь ли ты это? Шум и звон наполняли мои уши, голова у меня шла кругом. Это было не под силу вынести и без того немало настрадавшейся маленькой сиротке. Сказать сию же минуту, сказать из злой, жестокой японки и всем этим девочкам с презрением, отвернувшимся теперь от меня, что не я, а Жюли виновата в гибели красной книжки. Да-да, сейчас, во что бы то ни стало. И взгляд мой отыскал Горбуню в толпе прочих девочек. И какие глаза у нее были в эту минуту? Жалобные, просящие, молящие, печальные глаза. Какая тоска и ужас глядели из них. «Нет, нет, ты можешь успокоиться, Жюли!» мысленно произнесла я, вся исполненная жалости к маленькой Горбуне. «Ты можешь успокоиться! Я не выдам тебя! Ни за что не выдам!» Буркенская школа номер 2, ученица 9 класса Аюбова Алина. О Генри, пурпурное платье. Подошел вечер накануне дня благодарения. Мэйда торопилась домой, радостно предвкушая счастливое завтра. Мэйда была уверена, что ей подойдет пурпурный цвет. И уже в 1000-й раз она пыталась себя уверить в том, что мистеру Реймси нравится именно пурпурный, а не красный. Она решила зайти домой, достать из комода с дна нижнего ящика $4, завернутую в папирусную бумагу, заплатить шлегелю и самой внести платье. Грейс жила в том же доме, что и Мэйда. Ее комната была как раз над комнатой Мэйды. Дома Мэйда застала шум и переполох. Во всех закоулках было слышно, как язык хозяйки раздраженно трещал и тарахтел, будто сбивал масло в маслобойке. Через несколько минут Грейс спустилась к Мэйде вся в слезах, с глазами краснее, чем любое платье. «Она требует, чтобы я съехала», — сказала Грейс. «Старая корга, потому что я должна ей $4. Она выставила мой чемодан в переднюю и заперла комнату. Мне некуда идти, у меня нет ни цента». «Вчера у тебя были деньги», — сказала Мэйда. «Я купила платье», — сказала Грейс. «Я думала, оно подождет с платой до будущей недели». Она всхлипнула, потянула носом, вздохнула, опять всхлипнула. Миг, и Мэйда протягивает ей свои $4. Могло ли быть иначе? «Прелесть ты моя, душечка!» — скричала Грейси, как радуга после дождя. «Сейчас верну деньги этой старой скряги и пойду примерю платье. Это что-то божественное. Я верну тебе деньги по $1 в неделю, обязательно!» День благодарения. Обед был назначен в полдень. Без 11:45 Грейс порхнула к Мэйде. Да, она и впрямь была очаровательна. Она была рождена для красного цвета. Ну а Мэйда, сидя у окна, в старой шведовой юбке и синие блузки, штопала занималась изящным рукоделием. «Господи, боже мой, ты еще не одета?» — ахнуло красное платье. «Почему ты не одета, Мэйда?» «Мое платье не готово», — сказала Мэйда. «Я не пойду». «Вот несчастье, да право же, Мэйда, ужасно жаль. Ну, надень что-нибудь и пойдем. Будут только свои из магазина. Ты же знаешь, никто не обратит внимания». Я так настроилась, что будет пурпурное. Раз его нет, я лучше совсем не пойду. Не беспокойся обо мне. Беги, а то опоздаешь. Тебе очень к лицу
красная. И все долгое время, пока там шел обед, Мэйда просидела у окна. В 4 часа дня она с бесстрастным лицом и отсутствующим взором медленно направилась к лавку к Шлегелю и сообщила, что не может заплатить за платье оставшиеся $4. «Боже!» — сердито закричал Шлегель. «Почему вы такой печальный? Берите его, она готова. Платите, когда сможете. Разве не вы ходите мимо моей лавки уже 2 года? Если я шью платье, то разве я не знаю людей? Берите его, она удачно сшита. И если вы будете хорошенькая в нем, очень хорошо. Вот, платите, когда можете». Пролепетав миллионную долю огромной благодарности, которая переполняла сердце Мэйды, Мэйда схватила платье и побежала домой. При выходе из лавки легкий дождик брызнул ей в лицо. Она улыбнулась и не заметила этого. Мерзалиев Мерзали, Куркенская средняя школа номер 2, Виктор Голявкин в шкафу. Перед уроком я в шкаф залез. Я хотел мяукнуть из шкафа. Подумает кошка, а это я. Сидел в шкафу, ждал начала урока. И не заметил сам, как уснул. Просыпаюсь, в классе тихо. Все домой ушли, а меня в шкафу заперли. Душно в шкафу и темно, как ночью. Мне стало страшно, я стал кричать: я в шкафу, помогите! Прислушался, тишина кругом. Я опять: о, товарищи, я в шкафу сижу. Прислушался, чьи-то шаги. Идет кто-то. Кто здесь горланит? Я сразу узнал тетю Нюшу, уборщицу. Я обрадовался, кричу: тетя Нюша, я здесь. Где ты, родименький? В шкафу я, в шкафу. Ты как туда забрался? В шкафу я, в шкафу. Так я уж слышу, что ты в шкафу. Ты как туда забрался? Меня заперли в шкафу, бабуся. Опять тишина. Наверное, за ключом пошла. И вдруг слышу голос Пал Палыча. Пал Палыч наш зауч. Пал Палыч постучал в шкаф пальцем. Там нет никого, сказал Пал Палыч. Как же нет? Есть, сказала тетя Нюша. И еще раз постучал по шкафу. Я испугался, что все уйдут, и громко крикнул: я здесь. Кто ты? Спросил Пал Палыч. Я Цыпкин. Ты как туда забрался, Цыпкин? Я не забрался, меня заперли. А, он не забрался, а его заперли. Видали, какие волшебники в нашей школе? Они не запираются в шкаф в то время, как их запирают в шкафу. Чудес не бывает, слышишь, Цыпкин? Слышу. Найдите ключ, сказал Пал Палыч. Тетя Нюша ушла за ключом, а Пал Палыч остался рядом. Он сел рядом на стул и стал ждать. Я видел сквозь щелочку его лицо. Он был сердитый. Он закурил и сказал: вот до чего доводит шалость. Ты мне честно скажи, почему ты в шкафу? Я хотел исчезнуть из шкафа. Я залезу в шкаф, а потом откроют, а меня там уже нет. Меня спросят: ты был в шкафу? Я скажу: не был. Ты как оттуда вышел? Я скажу: я вообще там не был. Но ведь так только в сказках бывает. Наверняка завтра маму вызовет. Скажет: ваш сын в шкаф залез и все уроки там спал. Как будто мне тут удобно спать. Ноги ломит, спина болит. Одно мучение. Ты живой там? Спросил Пал Палыч. Живой. Ну сиди, скоро открою. Я стал ждать. И вдруг я услышал голос директора. Он шел по коридору. Кто? Цыпкин? В шкафу? Почему? Мне опять захотелось исчезнуть из шкафа. Я не знал, что сказать. Цыпкин, ты? Я ничего не сказал, я просто сказал: да, я. Ты как туда забрался, Цыпкин? Я уже ничего не смог сказать. А тетя Нюша сказала, что ключ унес староста класса. «Взломайте дверь», сказал директор. Я почувствовал, как ломают эту дверь. Я стукнулся больно лбом. И того, что я подумал, что все уйдут и меня оставят одного в шкафу, я заплакал.
Когда уже эта дверь наконец-то подалась и открылась, я точно так же стоял на своем месте. Мне было стыдно. Директор спросил, почему он стоит. Я не двинулся с места. И когда наконец-то меня вытащили из этого шкафа, я точно так же стоял на своем месте. Выходи и объясни нам, что это значит. И я хотел ведь только мяукнуть, но как бы я об этом рассказал? Ученица 6 класса Базирова Фатима. Сказка о честных. Айна Нара. Школьники смотрели на избиение совершенно спокойно. Они всегда смотрели так, когда били кого-то, до кого другим не было никакого дела. А в сравнении с собственной безопасностью им никогда не было дела ни до кого. Только появление бесноватой пробудило в них интерес. Спортивный интерес. Год назад, когда она перевелась в эту школу, она была милой, хрупкой девочкой с медово-русыми волосами. Правда, волосы она обрезала и прикрасила в первую же неделю. Во второй она уже записалась в какие-то секции, и уже язык не поворачивался назвать ее хрупкой. А дралась она действительно здорово. Причем это удивляло и учеников, и учителей. Она дралась без причины. Вот и в этот раз лезть в драку со старшеклассниками не было никакой на то причины. Только один семиклассник, щуплый мальчик, которого они не выпускали из круга, и уже ему было плохо, а ведь он был сердечником. «Совсем озверели, сволочи!» «Идем!» – протянула она руку мальчику и повалила со спины одного старшеклассника. «Агни, борзеешь!» – раздался со спин школьников смутно знакомый голос. Это был старшеклассник. Он первым подошел к девушке, пожимая кулаки. Слышно было, как они похрустывают. Агни только улыбнулась, кинула сумку на землю и подошла к сопернику. «Отойдите от нее! Я в милицию звоню!» Раздался со спин школьников снова смутный голос. Они сначала смеялись над ним, а это оказался семиклассник. Правда, в этот раз в его глазах заметно было что-то, чего они не видели ранее. Это была решимость. «Я уже звоню! Отпустите ее!» Старшеклассники переглянулись и отпустили девушку. В другой раз Агни посмотрела на мальчика, улыбнулась Витьке и сказала: а Санька у меня такой же, смелый. Я не смелый, ответил семиклассник. Я сказала смелый. И потому что ты взял на себя ответственность в жизни, а не на словах. Седьмой класс. Борис Алмазов, чтобы помнить всю жизнь. Как-то раз нас спрашивали, кем мы хотим стать. Серегу спросили, а он ни Б, ни М, ни Кукареку. Меня спросили. Я сказал, что хочу быть моряком, защищать морские рубежи нашей страны. Мне 5 поставили. Ирину Мальвину спросили. Она встала, побледнела и говорит: я хочу быть врачом, чтобы спасать жизнь людям. И было видно, что она не врет. Все аж притихли. Мы с Серегой домой пешком ходим. В тот день он всем уши мне про Ирину Мальвину прожужжал. Что с него взять? Влюбился. На следующий день он подходит мне и говорит: представляешь, у нее скоро день рождения. Ну и что? Ответил я. Как что? Надо же что-то ей подарить. Ну подари, говорю, торт мороженый или цветы. Нет, цветы завянут, а торт съедят и забудут. Тогда подари цветок в горшке, он не завянет. Посмотрит на него и сразу тебя вспомнит. Да? А ты знаешь, сколько такой цветок стоить может? Я что, деньги рисую? Тогда давай попросим у Марьсаны цветы в
кабинете биологии. У нее их там до полна. Мы вон сколько икры лягушачьей не собирали. Так мы и сделали. Мы зашли в кабинет, только вот увидели мы там совсем другую картину. Вместо привычных нам цветов на полках, на полу был всякий хлам, вперемешку от горшков этих цветов и цветы, которые завяли. Над всей этой кучей возвышался скелет. Серега начал умолять учительницу, чтобы она отдала ему этот скелет. «Отдайте его, пожалуйста, умоляю вас. У меня есть знакомая, она хочет стать врачом. Это такое пособие, ей надо привыкать». «Бери», – рассеянно сказала учительница биологии. «Только вы его в газету, что ли, заверните, а то вас трамвай не пустят». «Какой трамвай?» Мы схватили скелет и побежали. В подъезде у дома мы начали его собирать. Скелет был старый, и все проволоки, которые они собирались, были покрыты ржавчиной. Мы собрали скелет. «А как ты его так подаришь с бухты-барахты?» – спросил я. Серега начал бормотать, как в лихорадке. Повесим на шею поздравительную открытку и так подарим, и она будет вынуждена нас пригласить. Мы поставили его у двери, позвонили и спрятались в укрытие. На лестничной площадке была тишина. Заскрипела дверь и открылась. «Их!» — сказал что-то в квартире и грузно упало. Мы подбежали к двери. Там лежала Ирина бабушка, а в конце коридора стояла сама Ирина Мальвина и кричала так, будто у нее в горле была сирена скорой помощи. А что было дальше, страшно рассказывать. Но одного мы точно добились. Этот подарок она помнит на всю жизнь. Ученица 8 класса Ашагастайской средней образовательной школы Борис Ганага. Сказанное слово. На окраине большого города стоял старенький домик с садом. Их охранял надежный сторож, умный пес Уран. Он зря никогда ни на кого не лаял, зорко следил за незнакомцами, радовался хозяевам. Но вот этот дом попал под снос. Его обитателям предложили благоустроенную квартиру. И тут возник вопрос, что делать с овчаркой? Как сторож, Уран им был уже не нужен, становясь лишь обузой. Несколько дней шли ожесточенные споры о собачьей судьбе. В открытое окно из дома до сторожевой конуры частенько вылетали жалобные всхлипывания внука и грозные окрики деда. Что понимал Уран из доносившихся слов? Кто знает. Только заметили невестка и внук, выносившие ему еду, что миска собаки так и оставалась нетронутой более суток. Уран не ел и в последующие дни, как его не уговаривали. Он уже не вилял хвостом, когда к нему подходили, и даже отводил взгляд в сторону, словно не желая больше смотреть на людей, предававших его. Невестка, ожидавшая наследника или наследницу, предположила, а не заболел ли Уран? Хозяин в сердцах бросил. Вот было бы лучше, если бы пес сам и сдох, не пришлось бы тогда пристреливать. Невестка вздрогнула. Уран посмотрел на сказавшего взглядом, который хозяин потом долго не мог забыть. Внук попросил соседа-ветеринара посмотреть своего любимца. Но тот не обнаружил никакой болезни, только задумчиво сказал, может быть, он о чем-то затасковал. Уран вскоре умер. До самой смерти, чуть шевеля хвостом лишь невестке и внуку, навещавших его. А хозяин часто вспоминал взгляд Урана, преданно служивший ему столько лет. Хозяин уже пожалел о жестоких словах, убивших пса. Но разве сказанное вернуть? И кто знает, как ранило озвученное зло внука, привязанного к своему четвероногому другу. А кто знает, как оно, подобно радиоволне, повлияет на души еще не родившихся детей, будущие поколения. Слова живут, слова не умирают. В старинной книжке рассказывалось.
У одной девочки умер папа. Девочка тосковала о нем. Этой теплоты ей не хватало. Он всегда был ласков с ней. Однажды папа приснился ей и сказал: «Теперь ты будь ласкова с людьми. Каждое доброе слово служит вечности». Ученица 5 класса, Ашагастальская средняя образовательная школа, автор Ирина Пивоварова. Сочинение. В классе велели написать сочинение на тему «Я помогаю маме». Я взяла ручку и стала писать. Я всегда помогаю маме. Я подметаю полы и мою посуду. Больше я не знала, что писать. Я посмотрела на Люську, она так и строчила в тетрадке. И тогда я вспомнила, что как-то раз постирала чулки и написала: «Еще я люблю стирать чулки, носовые платки». Больше я уж совсем не знала, что писать. Я посмотрела вокруг. Все писали и писали. Интересно, о чем пишут? Будто они с утра до вечера помогают маме. А урок все не кончался. И я написала: «Еще я люблю стирать платье, свое, мамино, покрывало». А урок все не кончался и не кончался. И я продолжила писать: «Еще я люблю стирать занавески и скатерти». И тогда, наконец, прозвенел звонок. Мне поставили 5. Учительница мое сочинение прочла вслух и сказала, что мое сочинение понравилось больше всех и что прочтет его на родительском собрании. Я просила маму не идти на родительское собрание и сказала, что у меня болит горло, но она велела папе сварить горячее молоко с медом, а сама ушла в школу. На утро состоялся вот такой разговор. «Мама, Сёма, а ты знаешь, что наша дочь умеет отлично писать сочинения?» «Папа, да я не удивлен, сочинять она всегда умела здорово». «Мама, нет, я не шучу. Елена Степановна ее хвалит за то, что она любит стирать занавески и скатерти». «Папа, что?» «Мама, да-да», обращаясь ко мне. «Дочка, почему ты нам раньше об этом не говорила?» «Я стеснялась. Я подумала, что ты мне не разрешишь». «Да что ты! Не стесняйся, пожалуйста. Сегодня же постирай нашу занавеску. Хорошо, что не придется опять тащить ее в прачечную». Я вытаращила глаза. Занавески были больше меня в 10 раз. Но делать было нечего. Я отнесла занавески в ванную и стала мыть. Но только когда я мыла один кусочек, другой размыливался. И когда я полоскала один кусочек, другой опять заполнялась вода из соседнего кусочка. Ну и, наконец, я стала вешать занавеску на веревку. Но это было хуже всего. Когда я вешала один кусочек, другой совсем падал на пол. Ну и, наконец, вся занавеска упала на пол, а я на нее с табуретки. Я была вся мокрая, хоть выжимай. Но занавески опять пришлось тащить в ванную. А зато пол на кухне заблестел, как новенький. Странно, мама была довольна и сказала: «Дочка, ты отлично постирала занавески. Завтра ты будешь стирать скатерть». Ученик 6 класса МКО Ашагасталь-Казмалярская СОЖ Бедева в врачах. Марина Дружинина, лекарство от контрольной. Классный выдался денек. Уроки закончились рано. Погода отличная. Мы как выскочили из школы, как начали кидаться снежками, прыгать по сугробам и хохотать. Всю жизнь бы так веселился. Вдруг Владик Гусев спохватился. «Братцы, завтра же контроша по математике. Готовиться нужно!» И, отряхиваясь от снега, поспешил к дому. «Подумаешь, контроша, я предлагаю ее пропустить». «Как это?» – не понял я. А вот так. Вовка запихнул в рот снег и широким жестом обвел сугробы. «Вон сколько тут антиконтролина! Препарат сертифицирован. Легкая простуда на 1 день гарантирована. Завтра поболеем, в школу не пойдем». Утром я проснулся и сам себя не узнал. Одна щека раза в 3 стала толще другой, и при этом
ужасно болел зуб. Ой, какой флюс! Сплеснула руками бабушка, увидев меня. Немедленно к врачу, школа отменяется. Это, конечно, меня порадовало, но не совсем так, как хотелось бы. У кого хоть когда-нибудь болели зубы, тот поймет меня, а доктор к тому же утешил напоследок. Зуб поболит еще пару дней, так что терпи и не забывай полоскать. Вечером звоню Вовке. Как дела? В трубке раздалось какое-то шипение. Я с трудом разобрал, что это Вовка отвечает. У меня голос пропал. Разговора не получилось. Болеть еще и в воскресенье никак не входило в мои планы. Мы с мамой собирались идти в цирк. В воскресенье я вскочил чуть свет, но мама тут же испортила мне настроение. Никакого цирка. Сиди дома и полоши. Так к понедельнику выздороветь. Я бегом к телефону Вовке звонить. Твой антиконтролин, оказывается, еще и антициркалин. Цирк из-за него отменился. Предупреждать надо. Он еще и антикинол, сипло подхватил Вовка. Из-за него меня в кино не пустили. Кто же знал, что будет столько побочных действий? Думать надо, возмутился я. Сам дурак, отрезал он. Короче говоря, мы совсем разругались. Ученица 6 класса по Шагасталь-Казмалярская СОЖ Гаджиева Камила. Нарине Абгарян. Манюня. Я знала, что говорила. К тому моменту у меня за плечами была своя личная драма. И я, как никто другой, понимала Маню. Моей первой и пока единственной любовью стал старший брат моей одноклассницы Дианы. Брата звали Аликом. Он кого-то влюблен? Как бы, между прочим, поинтересовалась я. Да вроде нет. Будет моим, решила я, и стала терпеливо ждать, когда Алик меня влюбится. Ждала аж целых 3 дня, но Алик не обращал на меня никакого внимания. Тогда я решила взять инициативу в свои руки и сочинила поэму о своей любви к нему. Поэма. Алик, ты, может, спросишь, кто автор этих строк, но это аноним, и ты о ней не узнаешь никогда и ничего, кроме того, что я тебя люблю и жить без тебя не могу. Нарине Абгарян, 2 А класс, Бердская средняя школа номер 2. Запечатала поэму в конверт и вручила его Диане с просьбой передать Алику. На следующий день, пряча от меня глаза, Дианка со словами «Нашла в кого влюбляться» вернула мне конверт. На обратной стороне Алик написал очень лаконичную ответную поэму. Дура. Я повертела в руках записку и убрала его в кармашек школьного фартука. Кое-как досидела до конца урока, вернулась домой и, не переодеваясь, прямо в школьной форме легла умирать. Умирала я долго, целых 20 минут, и практически уже была одной ногой на том свете, когда с работы вернулась мама. Она увидела мой хладный полутруп. «А что ты в одежде легла в постель?» – спросила она и пощупала мой лоб. «Умирать легла», – буркнула я и, вытащив из кармана записку, отдала ей. Мама прочла поэму, закрыла лицо ладонями и затряслась всем телом. «Плачет», – удовлетворенно подумала я. Потом мама отняла с лица ладони, и я увидела, что глаза у нее хоть и мокрые, но веселые. «Мам, ты чего, смеялась?» – обиделась я. «Ну что ты?» – ответила мама. «Давай я тебе кое-что расскажу, ладно?» Она села на краешек кровати и стала терпеливо объяснять, что мне пока рано влюбляться, что все у меня еще впереди. И таких Аликов у меня в жизни будет еще много. «Сколько много?» – живо поинтересовалась я. «Ого-го, сколько!» – ответила мама. «Вставай!» «Нет, я твердо решила умереть». «Ладно, как хочешь», – дернула мама плечом.
Только я купила бисквит твой любимый с арахисом и козинаки взяла. Сколько взяла? Чего? Того и другого. 3 килограмма бисквита и 2 килограмма козинаки. Ладно, вздохнула я, пойду поем, а потом вернусь обратно умирать. Гуркова Гасталька Измалярская СОЖ, ученица 5 класса Гамидова Самира. Борис Ганага, Машенька. В одной бедной семье было 3 детей. Их папа умер, а мама работала, где могла. Потом и заболела. В доме не осталось ни крошки. А есть так хотелось. Что делать? Вышла мама на улицу и стала просить милостыню. Не себе прошу, детям моим, Христа ради. Тонули в предпраздничной суете. В отчаянии она вошла в церковь и стала просить о помощи самого Христа. Но кого же еще оставалось просить? Вот тут Машенька и увидела женщину, стоявшую на коленях. Лицо ее было залито слезами. Девочка раньше не видела таких страданий. Маша не могла пройти мимо и спросила: «А у вас горе? Почему ты плачешь? Что с тобой?» И когда та поделилась с ней своей бедой, Маша, которая никогда в жизни не испытывала чувства голода, представила себе 3 одиноких, давно не видевших еды малышей. Не задумываясь, она протянула женщине 5 рублей. Это были все ее деньги. По тем временам это была значительная сумма, и лицо женщины просияло. «А где ваш дом?» – на прощание спросила Машенька. И с удивлением она узнала, что живет эта бедная семья в соседнем подвале. Девочка не понимала, как можно жить в подвале. Счастливая мать, как на крыльях, летала домой. Она накупила еды в ближайшем магазине. И дети радостно встретили ее. Вскоре запылала печка, закипел самовар. Дети согрелись, насытились и притихли. Но тут Наденька, самая маленькая, спросила: «Мама, а правда, что в рождественскую ночь Бог посылает детям ангела, и тот приносит им много-много подарков?» Мама прекрасно знала, что гостинцев им ждать нет кого. Слава Богу и за то, что Он уже им дал. Все сыты и согреты. Но малыши, им так хотелось иметь в рождественский праздник елку. Что она, бедная, могла им сказать? Разрушить детскую веру? Дети настороженно смотрели на нее, ожидая ответа. И мама подтвердила: это правда, но ангел приходит только к тем, кто всем сердцем верит в Бога и от всей души молится Ему. А я всем сердцем верю в Бога и от всей души молюсь Ему, не отступала Наденька. Мама не знала, что сказать. В комнате установилась тишина. И вдруг раздался стук. Дети вздрогнули, а мама дрожащей рукой открыла дверь. На пороге стояла маленькая светловолосая девочка Машенька, а за ней бородатый мужик с елкой в руках. «С Рождеством Христовым!» – радостно поздравила хозяев Машенька. Дети замерли, они не верили своим глазам. А когда неожиданные гости ушли, Наденька спросила: «Мама, эта девочка и была ангел?» Алияров Адам, Ирихановская школа номер 1, Валентин Постников, Айда Пушкин. Вообще-то я уроки обычно учу, но сегодня решил: баста, больше учить не буду. Если что, кто-нибудь выручит да подскажет. Да хоть бы сегодня, только Громушка не выучил, а ему подсказали, и он 5 получил. 5! Лучше буду слух тренировать, принял я твердое решение. Забросил учебники и отправился во двор.
Весь день гонял мяч, запускал змей с Васькой, досмотрел, как старушка с третьей квартиры голубей кормит. И вот наступил новый день. На математике меня не спросили, и на уроке истории тоже. Мне даже как-то обидно стало. Не удалось слух проверить, хороший у меня или не очень. Но на последнем уроке мне все-таки повезло. Мария Ивановна меня вызвала. Оказывается, нам вчера задавали выучить наизусть сказку о царе Салтане Пушкина. Ну не всю, конечно, а только отрывок. Но я его не выучил. Вот отлично, обрадовался я. Сейчас и проверю, хороший у меня слух или нет. Выучил? Спросила Мария Ивановна. Конечно, говорю, выучил. А как же иначе? Ну, тогда рассказывай, сказала Мария Ивановна, а сама очки с носа сняла и приготовила слушать. Она у нас очень Пушкина любит. Ну, начало-то я помнил хорошо, и потому смело выкрикнул: «Три девицы под окном!» Сказал, а Сакушина вострит, да глазами стал страшно вращать. Мол, давайте, мол, подсказывайте. Ну и что же ты остановился? Спросила Мария Ивановна. Мы все тебя внимательно слушаем. И вдруг слышу, Петька со второй парты мне подсказывает: «Три девицы под окном пили фанту под крыльцом». Как собрался повторить, как поперхнулся. Какая еще фанта? В времена Пушкина не было никакой фанты. Нет, Петька что-то напутал. А Федька Кукушки из третьей парты тоже подал голос: «Три девицы под окном сели в лужу голышом». Тоже мне друг. Я в беде, а он издевается. Я даже взмок. Так мне плохо стало. И вдруг слышу, Светка Петеркина запищала на весь класс: «Три девицы под окном сели в лужу голышом». Все в классе захохотали, как сумасшедшие. А Мария Ивановна взяла ручку и громко объявила: «Три девицы под окном двойку сели с дневником». И это была самая последняя подсказка. И такую пару мне влепила, будь здоров. «Эх вы, — сказала ребята после уроков, — вы что, нормально подсказать не могли?» «А мы и не собирались, — сказала Светка Петеркина. Мы с сегодняшнего дня решили бороться с подсказками. А с завтрашнего дня не могли». Вздохнул я и побрел домой учить уроки. Герихановская школа номер 1, Теймурова Алина, 9 класс. Юрий Яковлев, девочки с Васильевского острова. Я Валя Зайцева, с Васильевского острова. У меня есть подружка Таня Савичева. Мы все соседки, она со второй линии, дом 13. 4 окна на первом этаже, рядом булочная, в подвале керосиновая лавка. Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня еще не было на свете, в подвале всегда пахло керосином. Мне рассказывали. Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы уже давно вырасти и стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой. Она была певуней, всегда пела, ей хотелось декламировать стихи, но она спотыкалась на словах. Споткнется, а все думают, что она забыла нужное слово. Моя подруга пела потому, что когда поешь, не заикаешься, ей нельзя было заикаться. Она всегда играла в учительницу, наденет на плечи большой бабушкин платок, сложит руки замком и ходит из угла в угол. «Дети, сегодня мы с вами займемся повторением», и тут споткнется на слове, покраснеет и повернется к стене, хотя в комнате никого. Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла бы такого. Мы, василиостровские девчонки, кого хочешь найдем. Но врач уже не нужен. Она осталась там, моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на Большую Землю. И дорога, названная дорогой жизни, не смогла подарить Тане жизнь. Девочка умерла от голода. Не все ли равно, от чего умирать?
От голода или от пули? Может быть, от голода еще больнее. Я захотела отыскать эту дорогу. Поехала на Ржевку, прошла 2,5 километра. Вижу, там ребята строят памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить. Какие-то взрослые спросили у меня: «Ты кто такая?» «Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я тоже хочу строить». «Нельзя, приходи со своим районом». Я не ушла, осмотрелась, увидела малыша Головастика, ухватилась за него. Он тоже со своим районом? Он с братом. С районом можно, с братом можно. А как же быть одной? Я сказала им: понимаете, я же не просто так хочу строить. Я хочу строить для своей подруги, Тани Савичевой. Таня Савичева твоя подруга? А что, мы с ней соседки, обе с Васильевского острова. Но ее же нет. Да чего ж бестолковые люди? Что значит нет, если мы дружим? Я сказала им, чтобы они поняли. У нас с Таней Савичевой все общее. И улица, и школа. У нас есть хомячок, он набьет щеки. Я заметила, что они мне не верят. И что, поверили, выпалила. У нас даже почерк одинаковый. Почерк? А что почерк? Вдруг они повеселели от почерка. Это хорошо, это прям находка. Поехали с нами. Никуда я не поеду, я хочу строить. Ты будешь строить, ты будешь для памятника Таниным почерком писать. Могу, согласилась я, только у меня нет карандаша, дадите? Ты будешь писать на бетоне не пишут карандашом. Я никогда не писала на бетоне, но они привезли меня на бетонный завод и дали Тане дневник, записную книжку с алфавитом А, Б, В. У меня такая же есть за 40 копеек. Я открыла первую страничку. Там Таниной рукой было написано: Женя умерла 28 декабря, 12:30, в час утра, 1941 год. Мне стало холодно, я захотела дать им эту книжку и уйти. Но я Василия-Островская, и если у подруги умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, а не удирать. Давайте ваш бетон, буду писать. Кран опустил к моим ногам большую раму с густым серым тестом. Я взяла палочку и стала писать. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня, 1942 год. Пока я писала про Женю, умерла уже и бабушка. Если ты хочешь есть, это не голод. Поешь часом позже. Я пробовала голодать с утра до вечера. Вытерпела. Голод, когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце. Все, что у тебя есть, сначала голодает, а потом уже и умирает. Лека умер 17 марта в 3 часа утра, 1942 год. Где же он умер? Скорее всего, на кухне, где слабым паровозиком дымила буржуйка, и где раз в день ели хлеб. Маленький кусочек хлеба, как лекарство от смерти. Леке не хватило лекарства. Дядя Вася умер 13 апреля в 12:30, час утра, 1942 год. Дядя Леша умер 10 мая в 3 часа утра, 1942 год. Я устала писать слово «умер». Я знала, что Тане Савичевой становилось все хуже и хуже с каждой страничкой. Но с ней была мама, и она держалась. Я не решалась открывать страничку на букву «М». Там Таниной рукой было написано: «Мама, 13 мая, 7:30, час утра, 1942 год». На бетоне писать было сложно, он уже застыл. У меня спрашивали: «Ты можешь еще писать, Валя Зайцева?» Я сказала, что допишу. Открыла страничку на букву «С». Там было 2 слова: «Савичевы умерли». Открыла страничку на букву «У». Умерли все. Последняя страничка в Танином дневнике была на букву «О». Осталась одна Таня.
И вдруг я спросила про себя Таню Савичеву: а почему одна? А я? У тебя же есть подруга Валя Зайцева с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой в Румянцевский сад, а когда надоест, мы поиграем в учительницу. Я подарю тебе на день рождения хомячка. Слышишь, Таня Савичева? Кто-то положил мне руку на плечо и сказал: Валя Зайцева, пойдем. Ты сделала все, что в твоих силах. Спасибо. Я не поняла, за что мне сказали спасибо. И спросила: можно? Приду завтра, без района. Приходи, Валя Зайцева, приходи. Моя подруга Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком партизан. Она просто жила в своем родном городе в самое трудное время. Может, потому фашисты и не вошли в Ленинград, так как там жила Таня Савичева и многие другие дети, с которыми дружат сегодняшние ребята. Диплом награждается Алиярову Адаму за победу в районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 2023 год. Так, диплом награждается Алимурадовой Джамиле за победу в районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов. Новомакинская средняя общеобразовательная школа в категории 8-9 класса. Диплом награждается Шикаибову Магомед Саиду за победу в районном этапе Всероссийского конкурса 10-11 классы. Гюльмагомедовой Саиде за 2-е место. Мирзалиев Мирзали, 3-е место. Поздравляю. Меликовой Муминат за 2-е место среди 10-11 классов. Поздравляю. Дальнейших успехов. Диплом награждается Давудовой Камиле за 3-е место муниципального этапа. Молодец. Тебе дальнейших. Награждается Гаджиевой Камиле, 2-е место. Награждается Казимагомедовой Умгани, 3-е место. Награждается Гамидовой Самире, 3-е место.